смотрите, как говорится, от одного дела к другому и все в тех же делах. Значит, у нас сейчас острейший вопрос стоит в Республике защиты традиционных ценностей. Я вам дам мою статью на эту тему, которая, к сожалению, нигде не опубликована. Еще пару материалов и пару образцов, собственно, коллективных писем. Одно письмо с 5 пунктов, где требуется активная защита традиционных ценностей вообще, специфические принятия закона против гомопропаганды и поднятие возраста согласия на мужеложество до 18 лет, коль скоро оно не запрещено. Вот я хочу, чтобы вы полюбовались на вот такую книжечку. Вот это гнездо, да, змеиное гнездо. Значит, репродуктивное здоровье и права. Это я называю «Майн кампф» сучасного глобофашизма. Это чье? Это издано на русском языке. Тут авторы фондов ООН, ВОЗ, ЮНЕФПА, ЮНИСЕФ. И это уже как бы довольно давно, это такой дайджест, то есть сборник, изданный специально для русскоязычной публики. Это, значит, вот он издан был где-то лет 10 назад примерно. Где он нарисован? Оно лежит во всех мединститутах. Я прошу прощения. Да. Вот в Академии наук. Да, я просто 15 лет назад Академия наук наша в Минске продавала половые клетки человеческие, мужские и женские. 15 лет официально. Знаете, откуда они их брали? Они их брали во время сдачи анализа, вот люди шли и сдавали. То есть это был скандал огромный. Вот это наша Академия наук, вот книги такие. Ну, мы не будем все, у нас там есть, естественно, научное отделение. У нас есть, естественно, научное отделение, благодаря которому мы имеем вооружение, благодаря которому мы имеем чистое небо. Просто есть отрасли, которые обтичены внешним врагом. А внешний враг обтичивает, мы знаем, как еще сказал великий Александр Македонский, любая крепость занимается с помощью простого осадного предмета, осла, груженного золотом. И понятно, что это не всем раздают, чтобы был хлеб, а те, кому надо. И все, это ясно. И у нас, значит, вот это гуманитарный, вот этот истеблишмент, который задает тон все еще ввиду лычек, которые, значит, они шьют сами себе. То, что, например, скажем, такой выдающийся, я считаю, и гражданский активист, и действительно исследователь-историк, и человек авторитетнейший, эрудированнейший, да, как Александр Степанович Плавинский, автор книг, так, в частности, он вот дезавуировал, между прочим, потом я тут дам, кто желает, подробно, значит, тоже история с Машей Брускиной, подпольщица, которую вот эти самые оборотни, портократы, антисемиты отказывались признать, хотя достоверно была известна ее личность, что это Маша Брускина. И упорствовали в этом. Должно было быть опять-таки личное вмешательство главы государства, и тогда признали, что Маша Брускина, но в ряде мест продолжают вот это затушевывать. И все. Что это именно она видна на фотографии. Это было не больше, не меньше родная племянница скульптора Асгура, который был жив и здравствует. 20 человек засвидетельствовали, что ее знают. Свидетельство не признали. Сказали, вы все евреи, типа это недостоверно. Вот так вот. Вот так вот было, да. И вот Александр Степанович Плавинский предложил товарищу Марзалюку, давайте мы обсудим на общественном форуме фактологию про Куропаты. Фактологию про Куропаты. А кто он вообще? Мы доктора наук, а степени у нас. А вы кто такие вообще с вами? Кто вы такие с вами дискутировать? Вот такое дело. Так вот, значит, медэстаблишмент повязан очень круто с этими фондами. И тут, собственно, все расчеловечивание, все, что касается разрушения института семьи, то есть буквально, так сказать, обосновал, как эта ситуация была в мире 10 лет назад. И мы знаем, как они великолепно продвинулись по всему миру, да? Что вообще супруги не имеют никаких обязательств в браке, с кем жить, не жить половой жизнью. Вообще, развод при выяснении имущественных отношений не должен рассматривать момент супружеской верности, не существует понятия супружеской верности. Не существует обязанности сообщать о венерических заболеваниях. Извращения всяческие должны всюду насаждаться. Ребенок в утробе, это его не существует. Если врач по халатности, тут как положительный пример приводится из одной из европейских стран. Врач по халатности привел к тому, что женщина потеряла плод в утробе. Суд никакой компенсации его не присудил. Она не потеряла ничего. Там внутри ничего нету. Пока он не имеет номера
идентификационного номера Министерства внутренних дел, там нету никого. Это должен быть цивилизационный подход. Вот. И вот это все, значит, то, что насаждает. Товарищи, поэтому я ставлю, значит, образцы для коллективных писем. Очень важно это направлять. Важны четкие юридические установления. Значит, коллективное письмо. Несколько человек могут написать письмо, подписать. Его можно написать хоть и раз, хоть и два. Если мы не получаем предметный ответ, можно тоже письмо, те же люди могут подписать. Я уже разослал вот такую серию, я вам покажу. И отдельно про выход из ВОЗ. Вы увидите приложение к письму о требовании выхода Беларуси из ВОЗ. Приложение, официальное письмо Министерства здравоохранения, где объясняется, что пола нету двух полов от рождения и все. Пол бывает социальный, бывает психологический, бывает физиологический, они друг к другу не совпадают. Современные положения в мире такие-то, такие-то. У нас проводится по требованию людей операции смены пола, все отлично в этом у нас. Мы соответствуем международным стандартам. И вот, значит, есть книга, которая тут вот я привез дорогому организатору. Сейчас вот она изучает, и у меня тут есть распечаточка с этой книги, кому-нибудь дам. Такой есть Василевич, соматические права. Он пишет, что все надо идти в ногу со временем. Половые извращения, однополые союзы, все отлично. И при этом, что в этой книге самое ценное? И вот такой человек пишет, что надо запретить гомопропаганду детям. Иначе, говорит, мы детей не защитим. Мы видим все-таки неоднозначен белорусский человек, да? Когда он уже руками, ногами там, но все же в какой-то момент он себя хватает за левое ухо и думает, вот, его сын или его племянник, что будет с ним? То есть давайте мы будем будем подмахивать за гранты и за принятие в международное сообщество, но давайте и гомопропаганду запретим. Так если вот Василевич говорит такую вещь, что гомопропаганду надо защитить, так как уже надо нам, ценностному патриотическому обществу, подняться сейчас этим требованием. В каком-то плане ветер в наши паруса последних 2 года. Потому что увидели, что если давать волю кротам, давать волю упырям, давать волю оборотням, а конечная цель она одна и проста. Страну уничтожить и разграбить, но мы же уже там были, мы же уже имеем опыт катастрофы. Поэтому можно сказать, что полная вот такая социально-духовная катастрофа, которая шла последнее десятилетие до 2020 года, она знаменовалась тем, что Совмин принял новую концепцию по ВИЧ-СПИДу. Была запрещена ценностная пропаганда против ВИЧ-СПИДа, полностью убрана любая социальная реклама в отношении венерических заболеваний, и принята значит, вся терминология, которая ведет к расчеловечиванию, к подрыву института семьи. И дальше это в разных областях шло все десятилетие. Последних 2 года вроде оно как-то заторможено. Мы должны сделать все, чтобы это погнать вспять, и чтобы тут у нас была наша чудесная, зеленая, как сказал батька, цветущая, любимая Беларусь, чтобы ценности были четко привязаны кверху, в базисных ценностях Евразии, традиционных авраамических конфессий, которые были каким-то образом и в моральном кодексе коммунизма закреплены, который не Маркс написал. Вот за это мы должны очень решительно стоять. И мы должны знать каждое письмо, каждое личное обращение. Все, что мы делаем, это все лыка в строку укрепления нашей страны. Любимую не отдадим.